исполнении Семена Налимова прозвучала композиция «Елюгыт Ивлай» «Божественная природа», музыка Лидии Логиновой, художественный руководитель, заслуженный артист Республики Коми Владимир Шевчук. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья! Национальная библиотека Республики Коми и региональное общественное движение «Коренные женщины Республики Коми» мы сердечно приветствуем вас сегодня в этом зале, в этот прекрасный, чудесный, зимний наш северный день. Мы очень рады, что собрались, но учитывая обстановку, которая нас преследует уже почти целый год, да, скоро будет, мы все-таки просим вас соблюдать все меры антиковидной безопасности. Новая терминология вошла в наш лексикон за этот год. Надеюсь, это единственное такое небольшое неудобство, которое мы можем испытывать в течение этого вечера. Мы собрались сегодня с вами, дорогие друзья, для того, чтобы вспомнить, поговорить о заслугах нашего земляка, уроженца Коми земли, поговорить и почтить память педагога, ученого-лингвиста, общественного деятеля Василия Александровича Молодцова. Ему 1 января исполнилось бы 135 лет со дня рождения. А вообще его жизненный путь – это всего 54 года. Но как много он успел сделать за это время, сделать для своего народа. Имя Василия Александровича Молодцова внесено в книгу «Энциклопедию Республики Коми». В той местности, где он жил, в районе бывшей деревни Тентюкова, есть школа сейчас, где установлена памятная доска, рассказывающая о Молодцове и его заслугах. В городе Сыктывкаре есть улица Молодцова. На вечере памяти, вечере размышления об этом невероятно трудолюбивом человеке мы будем говорить и о времени, в котором он жил. А здесь сегодня в зале собрались люди, которые ценят историю, сохраняют свой язык, занимаются наукой. Здесь представители Коми научного центра, представители республиканских учреждений культуры, вузов нашего города, члены общественных национальных движений и организаций, представители органов власти, журналисты. Спасибо, что мы вместе. Спасибо, что вы с нами. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра национальной политики Республики Коми Попову Вячеславу Васильевичу. Burgun donajoties, dona zomnies, ainies, čolomaltienes, stāv gažiesnes, pēc vienoktisne, vovesne, vuļvonu, vuļšūdam, bet tie nolam, būtu stēlis zilbūr, džermiģalu, šūdlu и аскелонс ваголи я наборчик, чем дарит яйца. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие ученые, общественники. От лица министра национальной политики Носкова Романа Евгеньевича, себя, лично от наших всех коллег, разрешите поприветствовать вас на этом знаменательном вечере. Действительно, это значимое событие, которое станет одним из тех моментов, ярко звездящих на этом большом небосклоне нашей республики в честь ее 100-летия, которое мы в этом году отмечаем. Отчет идет, этот год знаменательный для нашей республики, и это вот событие тоже станет вот этой изюминкой этого юбилейного года. Министерство национальной политики пересмотрело в прошлом году мероприятия, они были у нас частично под запретом, и мы финансовые средства, которые высвободились, в том числе направлены на книгоиздание. И в прошлом году было порядка 4 миллионов министерство наше выделило на разного рода книжные проекты. В том числе вот этот
проект благодаря нашему общественному движению коренных женщин Республики Коми, Галине Алексеевне Князевой спасибо, ну и благодаря нашей удивительной и прекрасной Елене Николаевне. Спасибо большое за то, что она сделала вот этот вот национальной библиотеки нашей за поддержку. В общем, тут как бы не только один орган государственной власти, тут просто сообща все вместе объединились и действительно сделали очень важное и нужное для Республики Коми дело. Поэтому, Елена Николаевна, разрешите вручить вам этот небольшой букет в честь этого праздника. И пожелать вам всяких творческих успехов, и я думаю, что еще вы будете давать не одну такую книгу, и я думаю, что мы еще будем собираться. Ну, давайте вручу. Ну, а по поводу Василия Молодцова сказать можно только одно. Это действительно был сын Коми земли, настоящий патриот Родины, и который сделал просто уникальное, и он стал основоположником вот тех языковых изменений, которые в начале прошлого века были проведены. И вот благодаря его во многом стараниям, вот мы, я в том числе и читаю на своем родном коми языке, думаю на нем, книги читаю прекрасные, поэтому благодаря в том числе во многом ему, и это мы и делаем. Поэтому спасибо большое, я думаю, что сейчас еще поспоминаем про него. Ну и всех благ вам, главное здоровья, успехов, удачи. Кузнем да ушел, овдову меня кому, овдосовны меня вожи коми кывна. Спасибо, Вячеслав Васильевич. Слово предоставляется директору Национальной библиотеки Республики Коми Алексею Анатольевичу Просожину. Дорогие коллеги, уважаемые друзья Национальной библиотеки, позвольте мне в первых словах поприветствовать вас от имени и по поручению министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Емельянова Сергея Витальевича, от имени всех наших коллег из министерства на сегодняшнем нашем мероприятии, которое посвящено и проходит в рамках 100-летнего юбилея республики, посвящено, конечно, Василию Александровичу Молодцову. Хотел бы отметить, что Василий Александрович Молодцов, вот как бы задумываясь над той эпохой, в которой жили эти люди, это 17-й, 21 годы до получения республикой статуса автономной, я думаю, что благодаря в том числе большая заслуга Молодцова в том, что мы получили этот статус, потому что к этому моменту у нас уже была своя азбука, у нас был свой алфавит, у нас издавались произведения, у нас зарождался литературный жанр, литературный язык, разговорный язык. В основу объединились все языковые группы коми-языка, верхневычегодская, нижневычегодская, средневычегодская, вот этому. И когда, наверное, принималось решение уже в 2021 году о создании коми-автономной области, скорее всего, эти все факторы повлияли на все эти вещи. Очень удивительная судьба человека, очень трагическая, как многих из тех, той первой интеллигенции, которая зарождалась в эту эпоху, людей, которые театр создавали и письменность развивали. Вот об этом на этом сегодняшнем мероприятии мы, конечно, проговорим в первую очередь. Будет и передача книги в электронном формате на Национальную электронную библиотеку Республики Коми. И вот этот труд Елены Николаевны, я очень рад, что она сегодня работает в стенах Национальной библиотеки. Для нас это очень хорошее приобретение, очень хорошая находка. Лен, спасибо тебе большое. Этот труд он будет доступен любому жителю Республики Коми, любому жителю Российской Федерации, вплоть до международных каких-то интересантов, кто будет интересоваться культурой и историей Республики Коми. Всем нам хорошего плодотворного вечера и давайте, наверное, начинаем.
Я с большим удовольствием хочу еще пригласить к микрофону нашего гостя дальнего, но очень симпатичного, гостя из Москвы. У нас высокий, почти у нас присутствуют высокие люди, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Чиркова Ирина Александровна. Спасибо за столь доброе, гостеприимное приветствие, и характеристику. Уважаемые друзья, я только начинаю знакомство с Республикой Коми, и я счастлива, что мое знакомство начинается с таких красивых, интеллигентных, таких добрых и нужных мероприятий. Я очень рада буду познакомиться, я как журналист, как человек, закончивший филологический факультет Поморского государственного университета, мне особенно интересно будет познакомиться с этой книгой, с этой работой. Я очень рада, что она создавалась именно в таких красивых, интеллигентных стенах Национальной библиотеки и под эгидой, под опекой женского движения. Всегда, я думаю, и мужчины в этом тоже согласятся со мной, оберегает историю, наши маленькие и большие дома, нашу культуру и такую нужную в патриотическом воспитании работу именно женщины. Они скрупулезно собирают, работают и тратят на это свое личное время. Поэтому, конечно, Елена Николаевна и все женское движение делают очень важное и нужное дело. Наши молодые и юные поколения, они, наверное, уже отходят от книг, переходят все в электронные базы, в сети. Но ничто не сравнится с шелестом книг, поэтому ваша, наверное, в первую очередь задача познакомиться с этой работой юных, молодых коми-граждан. Я очень рада, что мне вчера удалось познакомиться хотя бы немного поверхностно с работой. Я познакомила со своими небольшими показаниями Сергея Михайловича Миронова, и он поддержал мою идею. Елена Николаевна вручить себе сегодня благодарственное письмо. Я очень коротко скажу за вклад в сохранение исторической памяти как основы гражданского общества Сергея Михайловича Миронова. Хочу поздравить вас с этой работой, безусловно, очень важной и нужной. Я сама из Архангельской области. Безусловно, и у нас есть люди, которыми мы гордимся. Безусловно, мы должны этими историческими личностями, их трудами делиться, рассказывать друг другу для того, чтобы мы все с вами оставались, естественно, под одной большой крышей Родины нашей великой и большой страны, но все-таки оберегать традиции наших малых народов и наших областей, субъектов. Поэтому я очень с большим интересом сегодня поприсутствую на этом вечере и, безусловно, сейчас буду очень внимательно следить за этой работой и ознакомлюсь с ней. Спасибо вам большое. Друзья, в нашей республике еще живы люди, которые когда-то писали на молодцовском алфавите. Среди нас есть много филологов, которые имеют профильное образование. Я сама заканчивала национальную школу. То есть я говорю о том, что всем здесь присутствующим имя Василия Александровича Молодцова и то, что у нас бытовал молодцовский алфавит, всем известно, да? Но нам было очень интересно узнать, а знает ли современная молодежь, помнит ли, слышала ли вообще, кто такой Молодцов. Ну и мы пошли к ним. Внимание на экран. Имя Василия Александровича Молодцова широко известно в республике. О нем знают школьники, студенты. И что именно они знают, мы решили узнать от студентов Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины. Алина, скажите, имя Василия Александровича Молодцова вам известно? Да, известно. А что вы о нем знаете? Я знаю, что это первый человек, который создал коми алфавит. Был молодцовский алфавит в 30-е годы 20 века. И то, что он создал первый букварь, коми-букварь, сначала
когда появилась возможность печатать, то уже была первая коми-книга. И также он составил грамматику. Вот. Молодцов Василий создал молодцовский алфавит. В 1918 году его приняли, его утвердили как бы на ученическом семинаре в Усть-Илимске. Он создавал свой алфавит, он взял буквы из русского алфавита, из латиницы, букву он взял из предыдущих алфавитов, и некоторые буквы вот он придумал сам. Но этот алфавит он идеально подходил только для коми-языка, он был гениальным, можно сказать. Он отражал особенности фонетики коми-языка, но при этом возникли практические проблемы. Во-первых, это проблема для школьников изучать два алфавита, коми и молодцовский, и русский. И во-вторых, это проблема печатности. То есть Молодцов думал, что легко изготовить шрифты, чтобы печатать этим алфавитом, но у него... Ну, это тоже была проблема, поэтому от молодцовского алфавита отказались в 1930 году. Полина, откуда у вас такие глубокие познания? На самом деле, кажется, что необычно, но так получилось, что я на эту тему готовилась, я сдавала экзамен на эту тему. Вот, мне очень понравилась эта тема, я ее сама изучала, я писала об этом тред в Твиттере, потому что я там иногда пишу такие треды, связанные с моим языком. Как вы оцениваете роль Василия Александровича Молодцова в формировании коми-литературного языка и развитии коми-общенациональной письменности? Я считаю, что Василий Александрович Молодцов – это вот очень достойный сын коми-народа, ученый, которого можно в один ряд поставить с такими даже неизвестными учеными, как Василий Личинкин, как, я думаю, что даже Серебренник, Савоитов. Но вообще он, я считаю, что он повторил подвиг Стефана Пермского, создав новый алфавит для коми-письменности. Он очень много сил отдавал переводческой деятельности. Он работал с тем, чтобы классики русской литературы были переведены на коми-язык, и дети, и интеллигенция, коми-молодежь, она могла ознакомиться с мировой культурой, и в этом его роль очень велика. Немного из истории. Революция 1917 года изменила ход истории. Придя к власти, большевики дали обещание народам России обеспечить их свободное развитие. Произошла революция и в национальном вопросе. Новая власть пересмотрела подходы русификаторской политики царского правительства. В обращении Второго Всероссийского съезда Советов к рабочим, солдатам и крестьянам говорилось, что советская власть обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение. На местах начались активные процессы в сфере национально-государственного строительства, стала развиваться национальная культура и образование. Период 1920-30-х годов в нашей республике по праву можно назвать временем первых коми-государственных деятелей, общественных деятелей, первых ученых, первых музейщиков, первых архивистов, первых писателей, первого театра и так далее. Одним из первых в области становления национального образования был Василий Молодцов. Он первый автор коми-букваря, первой грамматики на коми-языке, коми-языка. Он много где еще был первым. Своими размышлениями об ученом-лингвисте мы просили бы поделиться доктора филологических наук Евгения Александровича Цыпанова. Приглашаю вас к микрофону. Добрый вечер, коллеги, заинтересованные лица. Одним словом, конечно, трудно оценить значимость того вклада, который внес Василий Александрович Молодцов. Это прежде всего на слуху создания первого алфавита литературного языка, всеобщего языка, национального языка.
Ну, а с другой стороны, он создал не только лишь алфавит, но он создал и нормы, внес нормы единого литературного языка, которого не было до 18 года. Как известно, в 19 столетии многие писали на каком языке, но все писали по-разному. Он ввел единую норму, которую мы руководствуемся и до сих пор. Но у нас все-таки республика язычная, поэтому я думаю, что немножко мы можем сказать и о Молодцове, и на его родном языке, который создал норму. Сулун идет полностью зевщик, полушунный сиекатки жас, что светлость, что раскрепилось, но ведущий материальность. Меня там ушли сольской, сейчас на туялана прочис, туялышьяс, эсбру. Должен сам том велодышьяс, когда слышали, если зев асус полос, и зев лышит мою пуштом, вижу так. Вижу только вот молодцовничный ангус, позже выборный, тая свет лышит обои декады, обои телуна, а мы баланс есть вольтик, и йона мура, и что анализирует дома, и мукад чикас, кюяс лишь ангус. Вот ведь вычет нам позже появится, вот тая мегасы. Ключи пескали матани не будутся, а не будутся пасима зема с полосок. Ключи тогда мы будем стоя молодцом на ангус, мы будем шилу, начало торья шипас. И тая ключи раз не будутся, съела еще дома асос полос шипас от себя. И вот божья события. И так он да тая слон ангус зербена отколь латышку ангудора. Кони Джордж асос полос ключасны. Чутика кодивали кодоспортами шипасула пасен не будутся. Си Джордж латинковия, хоть латинковия латыш ковия ангус, но джика кудя пушти ангус. Си джей Африката я Джордж лишь пасен торья шипасенса. И они не ключасны Африката я и не будутся пасен как шипасенса. Идет того с меня квиз, тика, гижет квиз, нужно быть, а вот с этим экономно, как же вы, ну, идет же, целое, заявляют, сначала на сын, мы себе петли, осталось зилом нас, осталось, ужасно нас, я заслы, боже, что на Гитлер, кучикола ужасно, кучикола овна, кучикола сон, такой это сы, туйку же, сейчас мы и Сидоров, и Мулис и Индиаваш, и Мукадьяс, старцы. На Джордж там кучка чисто эстемон, он не ужасный устюсонский, Мулис ходи Москва, ходи Ленинграда, и ставилось на печь, если будущее. Та зев осозналось меня тот чанапон, сыпан домой, позже шумами, отгудявника, куча много говорили, туя лишь со стороны Мутия, Марии, Мадва, он шумно меня, коми культуя лишь интеллигентия, всякий годины медведжа радиоса. Медведь были домашняя кандидат диссертация, доктор диссертация. Вот, съезжу шам Индиаваш, Сидоров, тюрьма я сборен, Борисов, доктор диссертация, своему профессору. Это так, что слово заражали меня Василий Александрович, там все вылез часа, детское время включается, кущи, когда еще очень. Но полушно мы все петлись остас, ужасно у нас, я заследуюсь, кучкула ужасно, кучкула очень. И в заключение, конечно же, это значение творчества и жизни Молодцова, это дань нашей истории, потому что мы не пользуемся этим алфавитом сейчас. Вышли уже новые, гораздо более современные грамматики, словари, разные справочники. И это все наследие Молодцова все-таки сейчас уже оценивается специалистами как некий вклад в историю комик-языкознания, комик-педагогики, комик-школы и так далее, и так далее. Но мы все-таки должны помнить об этом, потому что во многих цивилизациях создателей первых грамматик, первых азбук,
национального языка почитают очень широко, очень высоко ставят. Ну, скажем, вспомним, что азбуку русскую называют кириллицей. Честь, конечно, Кирилла и Мефодия. Ну и думаю, что в дальнейшем наша общественность будет более углубленно изучать, более внимательно относиться к фактам нашего славного прошлого. Аття. Аття Евгений Александрович. Время первых, время поиска. Это было время зверянизации, проведения национальной языковой политики, направленной на внедрение коми-языка, на перевод делопроизводства на коми-язык, на привлечение коренных жителей в органы управления коми-автономной областью, что шло становление национальной школы. С одной стороны, это было счастливое время для внедрения новых идей, развития национальных институтов, время сбора различного материала, этнографического, фольклорного, лингвистического, появлялись научные исследования. Но 1920-30-е годы стали и временем испытаний для участников зверянизации. Для многих время первых закончилось, будем говорить в кавычках, внезапно. Судьба ученого Василия Молодцова, как и многих других представителей коми национальной интеллигенции тех лет, сложилась трагически. Евгений Александрович сказал на коми-языке, переведем для тех, кто не владеет нашим языком, но очень многие его начинают изучать, которые к нам приезжают в республику. Для многих в 1938 году Василий Александрович был обвинен в контрреволюционной буржуазной националистической деятельности, осужден. Реабилитирован был только в 1957 году, уже посмертно. Согласно материалам следственного дела, буржуазным работам Молодцова отнесли 5 изданий. Они представлены на нашей книжной выставке. Это первый учебник коми-языка, коми-грамматика Тупич-Кадыч, издание 1921 года. Его научные труды были также признаны буржуазными, за которые он пострадал, как потом выяснилось, незаконно. Я их перечислю. Грамматическая классификация в языке коми, его работа «Принципы зырянского правописания», это 2 издания 1927 года, и его «Фонетика коми-языка», обе части. А также, поскольку он был причастен к созданию сборника лингвистической конференции глав науки, этот труд тоже упоминается в материалах следственного дела, то, что ставилось ему в вину. По-разному сложились судьбы людей, с которыми Василий Молодцов был знаком, с кем-то он сотрудничал, с кем-то спорил, кому-то что-то доказывал, с кем-то радовался вместе успехам. Я перечислю их имена. Это Петерим Сорокин, Алексей Сидоров, Афанасий Маяков, Николай Шахов, Виктор Савин, Алексей Грен, Андрей Цембер, Агния Суханова, Анна Чеустова, Иван Коюшев, Георгий Старцев, Дмитрий Попов, Иона и Тимофей Чистолевы, Василий Ильич Лыткин. Все эти люди внесли свой вклад в развитие культуры нашей республики. Судьбы некоторых из них исследовала наш друг Майя Ивановна Бурлыкина, доктор культурологии, профессор. Майя Ивановна, мы просим вас рассказать, поделиться той информацией, которой вы обладаете. Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас видеть в нашем замечательном Сыктывкаре. Наверное, некоторые из вас в курсе того, что я занимаюсь творческими биографиями наших известных ученых, музейных деятелей. И в качестве рекламы сообщу, что буквально месяц тому назад вышла книга «Музейная муза» Эммы Налимова об основателе Музея истории Сыктывдинского района Эмме Алексеевне Налимовой. Эмма Алексеевна только год тому назад ушла из нашей жизни, и они остались самые добрые воспоминания.
И, конечно, книга эта возникла буквально спонтанно на похоронах, когда Мария Вячеславовна Кузьбожева сказала: Марья Ивановна, если вы, не вы, то кто же? И таким образом вот мне посчастливилось работать над этой книгой. Кроме того, мне пришлось довольно длительное время писать книгу об Алексее Семеновиче Сидорове. Целых 7 лет. Именно столько я писала докторскую свою диссертацию по другой тематике, потому что этот человек был незаслуженно забыт потомками. И виной, конечно, во многом было то, что он находился в лагерях, и имя его было вычеркнуто из истории. И вот эта исследовательская моя работа, она привела к очень многим именам, о которых прежде ни я, ни другие, может быть, и не знали. И я хочу сказать, что до сих пор имя Алексея Семеновича Сидорова мало известно широкой публике, хотя это был первый коми-археолог, первый коми-лингвист, первый коми-краевед, первый музеевед. И этот перечень, конечно, и главное, самое главное, пожалуй, то, что он сделал для сегодняшнего дня, это он первый куратовед и первооткрыватель творчества Ивана Алексеевича Куратова. Если бы не Сидоров, до сих пор бы никто не знал о нашем национальном поэте. И поэтому мне очень хочется, чтобы в школах, в вузах это имя не было придано забвению. И вот эта работа о творчестве Сидорова, она натолкнула меня и на идею написать книгу об Василии Ильиче Лыткине. Это два друга, люди, которые всю жизнь поддерживали друг друга, и более того, благодаря Василию Ильичу Лыткину появились куратовские чтения, и на первом заседании он как раз всем напомнил о том, что именно Сидоров является первооткрывателем творчества Ивана Алексеевича Куратова. То есть он не забыл вклад своего друга. Они занимались вопросами лингвистики, литературоведения очень в тандеме. И немножечко, может быть, выбивался из этой узкой компании Василий Александрович Молодцов. Конечно, то, что он сделал для цивилизации, для коми-языка, для внедрения в жизнь коми-языка, это неоспоримо, это должно приветствоваться, это должно цениться и так далее. Но нет, особых «но» нет. Просто тут, может быть, никто с этим не сталкивался, но в процессе исследования я узнала, что Василий Александрович обладал очень жестким характером. И он постоянно находился в какой-то конфронтации со своими коллегами. Но, вы знаете, это все нормально, потому что в основе этих конфронтаций лежали как раз лингвистические исследования. Ведь никому из присутствующих, наверное, не является секретом то, что на конференции глав науки в 1929 году было принято решение о внедрении латинского алфавита, и, конечно, этому препятствовал Василий Александрович Молодцов. В конечном итоге и латинский, и молодцовский алфавит практически параллельно действовали до 1938 года, до ареста Василия Александровича Молодцова. В Музее истории просвещения Коми-края имеется плакат художника Валентина Полякова. Ну, сейчас про портрет тоже скажу. Плакат, вот этот плакат надо было вам показать, Василия Александровича Валентина Викторовича Полякова, нашего первого коми-художника, одного из первых наших художников, в котором изображена страна Куровар. Страна просит лес на коми, на латинском и
на молодцовском алфавите. Это 1933 года, плакат уникальный, больше его нигде в нашей республике нет, не сохранился такой плакат. Ну, потому что все, что связано было с Молодцовым, как вы знаете, уничтожалось. Но я здесь, вот это было прелюдия, сейчас еще 5 минут основное то, что я скажу. Но я хотела остановиться на Молодцове как на преподавателя Зырянского института народного образования. Вчера был замечательный день для истории нашего края. Исполнилось 100 лет первому вузу, Зырянскому институту народного образования. Он, конечно, просуществовал недолго, в течение всего лишь 3 лет. В 1923 году он был преобразован в педтехникум повышенного типа, но сохранилась программа высшей школы. И Сидорову обещали, что через 2 года возобновится работа института. Этот педтехникум повышенного типа параллельно действовал с педтехникумом нормального типа. И, конечно, были годы, когда пересекались их действия. Но любопытно то, что первый ректор Коми-пединститута, тогда это был директор Александр Филимонович Богданов, являлся, сейчас формулирую, он являлся директором педтехникума повышенного типа, и вот этот педтехникум во главе с ним в полном составе перешел в состав Коми-пединститута. И вы прекрасно знаете о том, что когда Сыктывкарский университет создавался в 1972 году, то и историко-филологический факультет и химико-биологический факультет университета были основаны прежде всего на факультетах Коми-пединститута. То есть эти факультеты эти специальности перешли в университет из Коми-пединститута. Я к чему? Наверное, уже вы догадались, что я развиваю вот такую идею. Вот в 2022 году будет отмечаться юбилей и пединститута, и университета. И, конечно, чтобы, так сказать, помирить эти 2 крупные организации, каждая из них очень большую роль сыграла в подготовке квалифицированных кадров, может быть, стоит вернуться к дате создания Зырянского института народного образования. То есть вот с 20 января 2021 года считать временем создания Сыктывкарского университета, тем более и Молодцов, и Сидоров, и Лыткин говорили о превращении этого Зырянского института народного образования. Но сейчас я все-таки про Зину немножечко скажу еще. Сидоров был первым ректором Зырянского института народного образования, и Василий Александрович Молодцов тоже вошел в этот коллектив. И он занимал разные должности. Был в какие-то годы и ректором, был и проректором по учебной работе, и квестором, это проректор по хозяйственной деятельности, был и деканом неофилологического факультета. Василий Александрович именно там, упоминаемую книгу, вот, которая здесь была названа в 2021 году, издал под эгидой Зырянского института народного образования по как раз заказу Алексея Семеновича Сидорова. И конечно, вот этот тандем тоже вот так, все, я боюсь, что я уже переборола и слишком воспользовалась вашей добротой и слишком много трачу ваше время. Но я хочу сказать, что Василий Александрович сделал очень много и для становления высшего образования. И вот такие люди, которые, конечно, были с непростыми характерами, вы же знаете, талантливые люди – это всегда очень сложные люди, потому что каждый из них имеет свою точку зрения, которая пытается сделать насущной
который стремится к тому, чтобы его народ жил лучше, краше, и чтобы его родной край процветал, а главное, чтобы не забывал свой родной язык, который я знаю в совершенстве, между прочим, но выступать на родном языке побоялась. А я вам дарю вот эту маленькую книжечку. Это Высшая школа Республики Коми в Лецах, и здесь как раз те, с кем вы очень... Нет, я вам автор этой книжки, Елене Николаевне. Молодец, что вы написали, молодцом. Я бы не рискнула писать. Продолжая разговор об уникальных вещах, я хочу снова обратить ваше внимание на нашу выставку. Здесь представлена газета «Верлычич». Заголовок написан на латинице, а содержание газеты и на русском языке, и на молодцовском шрифте, потому что на латинице наши коми-люди читать вообще не могли. Поэтому, собственно, и вернулись снова к молодцовскому шрифту. В том числе одна из причин, потому что упали тиражи периодической печати и так далее. Рекомендую. Любопытный экземпляр из фонда редкой книги Национальной библиотеки. 100 лет назад в нашей республике было основано коми-книжное издательство. Кто его был инициатором, как вы думаете? Конечно же, Василий Александрович. Шрифт для печатания книг на коми-языке был заказан в Петрограде, и в декабре 2020 года его доставили в Усть-Усольск. Только за 20-е годы коми-книжным издательством было выпущено свыше 200 названий книг общим тиражом около 500 тысяч экземпляров. Некоторые книги, отпечатанные в то время, они тоже представлены на нашей выставке. Это были произведения, переводы классической литературы, учебная, производственная литература. Для того, чтобы издавались книги на коми-языке, Молодцов организовал работу переводчиков. Более сложно переводчикам давались переводы терминов. Было такое движение ВАКФ, да, сторонники чисто коми-языка, они старались переводить все интернациональные революционные слова на коми-язык. И вот всем нам известный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» претерпел несколько видоизменений перевода. Я сейчас хотела бы с вами, дорогие друзья, потренироваться в написании этих переводов, этого лозунга, и собрать эти переводы из букв молодцовского алфавита. Для этого нам нужно 6 участников, сформировать 3 команды по 2 человека. Прошу добровольцев выйти к нашим столикам. Пожалуйста, пожалуйста. Ольга Ивановна, Татьяна Алексеевна, депутат Государственного совета к нам присоединилась в Республике Коми. По 2 человека за каждый столик. Значит, ваша задача, Ольга Ивановна, Евгений Викторович в зале, я видела вас. Светлана Андреевна, помогите, Ольга Ивановна. Евгений Александрович, не хотите поучаствовать? Сергей Николаевич, нам нужен помощник Ольги Николаевны. Наталья Николаевна, прошу вас, спасайте ситуацию, подружки наши. Значит, ваша задача из букв молодцовского алфавита собрать те лозунги, которые вы видите перед собой. Шпаргалка у вас есть. Какие были переводы лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? Первый перевод звучал так: «Мувы в коне ряс отувчей». Он публиковался, например, на титульной странице газеты «Юготуй» в 1922 году. Но слово «конерьяс» не совсем устроило идеологов, потому что в обратном переводе это слово означалось «бедняги». И получалось как бы «бедняги всех стран, соединяйтесь». Как бы не очень
красиво в отношении такого как бы знакового класса, который был в почете согласно советской большевистской идеологии. Вообще, я с детства помню, моя бабушка всегда, говоря слово «пролетар», как бы подразумевалось именно слово «бедняк». То есть, видимо, первый перевод, он все-таки в сознании коми народа, он остался. То есть, человек, не имеющий имущества, не имеющий собственности, вот он пролетар, да? Я это очень хорошо помню с детства, и мне пришлось на историческом факультете переучивать, что же на самом деле означает пролетарий, да, пролетариат. Второй лозунг, доработали перевод, второй лозунг стал звучать так: «Мурбур емуртамес этувчей». Этот лозунг мы видим на титульной странице коми-календаря 1924 года. Но вот как бы все сложно все-таки было с переводами интернациональных слов, и со временем все-таки решили не коверкать революционные слова. И третий лозунг, который более долговечен оказался: «Стамувуса пролетариас этувчей». То есть мы уже снова видим, да, русские заимствования с окончанием «яс». То, что нам сейчас всем уже более привычно. Работа наших участников практически завершается. Я бы попросила выступить арбитром, правильно ли справились с нашим заданием, Валерий Петрович. Не будете ли вы так любезны проверить наших участников на соответствие? Валерий Петрович, не откажите. Идите вместе, пожалуйста. С точки зрения филологии, с точки зрения правильности написания, знаков препинания, пожалуйста, скажите нам, справились ли наши участники. Итак, первая команда. Какой ваш лозунг? Она не ожидательна, участники осозначены. Второй лозунг. Ставус правильно. И кой мотив? Валерий Петрович, ваше резюме? Ставус гуд. Все отличники. Спасибо вам большое. Дорогие участники, присаживайтесь. Спасибо. По инициативе Василия Александровича Молодцова возникла комиссия по созданию коми-литературы для школ и народа. Василий Молодцов предложил взять за основу литературного языка усть-сысольский, присыктывкарский, то есть диалект. При этом он получил поддержку коллег. Николай Шахов, давая анализ текущих достижений по заренизации, в журнале «Коми-му» в 1925 году писал: «Ну а все-таки, на каком же говоре начать писать? По этому вопросу много спорить не придется. Литературный язык создается литератором, пишущим почти всегда на том говоре, где он находится, где создает литературу. А так как литература создается главным образом в культурном центре народа, то и основу литературного языка кладется говор культурного центра. Как у великороссов основой литературного языка послужило московское наречие, так и у нас усть-сысольское наречие. Это, конечно, не значит, что будет использован только один говор и без всяких изменений. Литературный язык будет разниться от принятого в основу наречия, потому что он будет богаче благодаря привносимым каждым автором новым словам и изменениям из других наречий. Литературный язык никогда не будет твердо установленным. Он будет все время развиваться и по мере развития изменяться, но он будет всегда единым для всего народа. Я думаю, об этом лучше меня понимают работники литературного музея имени Ивана Алексеевича Куратова. Я приглашаю к микрофону заведующего этим музеем, представителя Национального музея Республики Коми Холопову Диану Григорьевну. Литературный музей наш в новом здании существует уже с 2009 года. И просто хочется сказать, что мы о Василии Александровиче Молодцове тоже говорим. И
рассказываем о нем в двух залах. Это второй зал нашей экспозиции, там, где мы говорим о развитии коми-языка с XIV века по первую половину XX века. И в четвертом зале, как мы его называем, коми-литература первой трети XX века. И в четвертом зале мы представили всех членов коми-комиссии. Это так называемая коми-комиссия, она была создана в 2018 году. И вот как об этом говорит Василий Ильич Лыткин. Кучи артмес коми-комиссияс, колашуны, сети коми-национальный ужин, медча точча навозьмас чищец, были молодцом Сандра Ваши. 1978 арен, молодцов Йорк Лоптис Яренскиш, сен были у нас инструктор Сыктывкар. Сыктывкар секция у коми школа, коми пыртам, да коми книга слышатым юлиш, о спасибо и мы пышны. Молодцов пыжа тыс вермачная школа я садил собралом юравочка. Йона венчем бырын, сылу удайчис у исполком чöктем серти, у оно коллегия пыртны комиков кырдор сулалыш ясас. Сычам юзас люди чистолюб Тима Ионас, Надеев Микул Олес, Андрей Цендерас. Молодцом шуячем черти Сыктывкар у исполком подыртыс у оно берден коми-комиссия. Комиссия были литературной организации. Сыны ужалыш ясыс, люди значеныс, дай мукад ясныш гижат яссы, дом явысты, критикуйтысны. Тая литературная организация подук вылаз, лои коми издательство. Мы с вами знаем, что в декабре месяце мы отметили уже столетие коми-книжного издательства. И у нас в нашем музее есть небольшая выставка, посвященная этой дате. И хотелось бы подчеркнуть, что литературный музей, вот мы с вами тут сидим, мы все работники науки, культуры, образования. И просто такой тоже призыв приводить в литературный музей гостей. Гостей, те, которые приехали, скажем, к депутатам нашим. Раньше такого не было, чтобы литературный музей был так непосещаемым. Вот это последнее, почему-то 40 лет мы ждали это здание. В 6 залах мы рассказываем о всех наших коми-писателях, о языковедах. И, конечно, ну пусть это тот год был очень сложный, но в дальнейшем надеемся, что мы будем жить лучше. И, как и Майя Ивановна, мне тоже хочется призвать, правда, у нас тут писателей сегодня нету, вот не один раз в своих воспоминаниях, не единожды, Василий Ильич Лыткин говорит о том, что в 2018 году была создана первая литературная организация. Но отсчет у нас ведется, конечно, не с этой даты. И кроме этого, конечно же, представлена в нашем музее первая книга, то есть первый букварь Лытичный Величан, и грамматика, о которой уже говорили 2021 года у Сандра Васи. То есть очень много интересного можно увидеть в нашем музее, можно увидеть ведь подлинные вещи, такие, которых нигде не увидишь. И хочется для присутствующих сказать, что и последнее письмо Виктора Савина, то есть они все были членами коми-комиссии, и Тима Лени, Маева, и Андрей Цендер, и Василий Александрович Молодцов. Поэтому вот об этом и хотела я сказать. Так что очень надеемся, что вы все будете посещать со своими гостями наш литературный музей. Диана Григорьевна, конечно, память о Василии Молодцове сохраняется. И к юбилейным датам, и не только, да, журналистами, историками, филологами писались труды. И как о биографии, так и о его научных трудах делался аналитический обзор. Например, к 100-летию ученого вышла работа, подготовленная Адольфом Туркиным, представлена она у нас тоже на выставке. Значит, к 130-летию вышли статьи Геннадия Беляева с новыми данными из биографии Василия Александровича.
К очередной к юбилейной дате, к 130-летию в Сыктывкарском государственном университете была посвящена научная конференция памяти Василия Александровича Молодцова. И как это было, я хотела бы пригласить, чтобы нам рассказала Римма Павловна Попова, заведующий кафедрой Сыктывкарского государственного университета. Кафедра называется, очень слово длинное, да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я благодарна Елене Николаевне за приглашение на это мероприятие. Кафедра называется у нас «Коми филологии, фильмографоведения и регионоведения». Коми филологии, фильмографоведения уже предполагает, что мы изучаем и труды наших известных лингвистов, ученых, в том числе и Василия Александровича Молодцова. На разных курсах, в рамках разных курсов мы, конечно же, говорим студентам о Василии Александровиче. И тот вот ролик, который мы сегодня видели с участием студентов, это яркое подтверждение тому, что студенты знакомы с его работами, с его творчеством. Я сама была приятно удивлена, потому что это не был подготовленный ролик, я впервые сама его увидела. И то, что студенты знают, оказывается, довольно много, то есть то, что мы им преподаем, то, что мы им даем, это остается в их сердцах. И вот это вот, я считаю, что это историческая нить, историческая связь, которая не рвется, продолжается, она очень важна, конечно, для всех нас. Ну и поскольку сегодня заговорили о конференции, действительно, в 2016 году Сыктывкарский университет проводил 16-й международный симпозиум, называется «Пермистика». Он проходит каждые 2 года в разных учреждениях, скажем так, пермских регионов, Удмуртии и Приморского округа и Республики Коми. И вот в 2016 году наш университет, наша кафедра проводила это мероприятие, и мы подумали, и как раз была юбилейная дата Василия Александровича Молодцова. И мы тогда подумали и решили, что все-таки, наверное, вот этот симпозиум нужно посвятить нашему талантливому исследователю, лингвисту Василию Александровичу Молодцову. У нас здесь представлены тоже сборник, представлен, если кто-то интересуется, можно подойти посмотреть. И вот когда мы это решили и поговорили с нашими коллегами из научного центра, они поддержали эту идею, сказали, что да, действительно нужно помнить о Василии Александровиче Молодцове. И вот я могу ошибаться, но Евгений Александрович меня поправит, это, наверное, был первый такой большой симпозиум, научный форум, который был посвящен Молодцову. Да, вот Евгений Александрович говорит, что да, действительно. И там есть статьи, посвященные Василию Александровичу. Опять же, если кто-то интересуется, то могут посмотреть, прочитать. И я бы хотела поблагодарить Елену Николаевну за издание, которое подготовлено. Я рукопись прочитала с удовольствием, на дыхании, прочитала эту вашу работу. И я думаю, что эта работа будет и для нас, для преподавателей, большим подспорьем для подготовки каких-то определенных изданий или даже лекций, да, для студентов. А студентам это хорошие учебные пособия для научной деятельности, научной работе, ну и, конечно же, если они хотят подчеркнуть какие-то новые сведения об Василии Александровиче Молодцове. Большое спасибо. Коллеги, конечно, выход этого скромного труда моего, это только повод, чтобы собраться. Ну, а вообще, свою идею издать небольшую брошюру о Василии Александровиче Молодцове я 1,5 года назад озвучила своему другу Галине Алексеевне Князевой, руководителю регионального общественного движения «Коренные женщины Республики Коми». И, конечно, всегда все происходит по-разному, да? Очень важно, как твои идеи отнесутся. Редко бывает, что тебе помогут, но это произошло не в этом случае. Я искренне благодарна вам за поддержку, Галина Алексеевна, и приглашаю вас, может быть, вы несколько слов скажете о нашем сотрудничестве. Действительно, случай нас в филармонии свел на каком-то концерте. Давно не виделись мы с Еленой Николаевной. И
поговорили про свои планы. Да? Как раз было время подавать заявки в Миннац. У нас уже одна заявка была, нам нужно было провести сход сельских женщин, который мы проводим раз в 2 года. А второе место мы еще раздумывали, и я, конечно, можно сказать, зная Елену Николаевну, зная ее ответственность и зная, что этот человек сделает отличную работу, ну, можно сказать, без сомнения, сказала, что да. То есть тут мы уже потом начали работать так вначале как-то тесно, а потом она сама углубилась в эту работу, сделала работу. Я ее немножко подталкивала, потому что год кончался, в декабре надо было сдавать отчет, куда мы деньги израсходовали. Я могу сказать, что Елена Николаевна ни копейки не получила за эту работу, все пошло только на издание. Поэтому вот это как волонтер, я не знаю, как это можно назвать, волонтер-ученый, да, который работал вот над этой книгой, потому что она в это время, не знаю, работала еще, да, работала в архиве, делала свою работу, и тут в данном случае сделала вот такое хорошее исследование. Поэтому где-то уже в конце октября, по-моему, да, она прислала мне, чтобы я не беспокоилась в электронном виде, свою рукопись. Я, можно сказать, тоже кто-то сказал, что прочитал там на одном дыхании, но я с небольшим перерывом прочитала, потому что достаточно внимательно читала. Я скажу, у меня такое после чтения первое ощущение, надо же, какие умные люди вместе работают, вместе что-то делают. И еще так это говорю дома, говорю, ну, я, говорю, так это оценила коми ученых, а потом, когда начала читать вторую часть, когда пошли вот эти все разногласия, уже убрали, да, но мне было интересно, разногласия пошли, и я немножко так это как бы думаю, ну, это человек, да, это человек, который может в одной ситуации вести так, в другой ситуации по-другому. Поэтому я, конечно, не филолог, и как бы с точки зрения филологии не могу ценность этой работы оценить, но с точки зрения исторического времени, еще переводя ее на наше время, я могу сказать, что мало что меняется в жизни. И особенно среди ученых. Потому что я проработала в Коми-научном центре очень долго. Дальше я в правительстве работала, а потом опять сейчас в университете работаю. Я знаю, что ученые, они друг друга любят как бы грызть, так что я на себе это почувствовала. Особенно, когда ты моложе кого-то, и вдруг ты какие-то выдаешь идеи, то ты считаешь, что тебе надо было. Ну, получишь так, что надо просто иметь как бы характер и идти вперед, не оглядываясь. Поэтому я очень благодарна Елене Николаевне, конечно, что вот этот такой труд, именно, я думаю, что, ну, мне уже приходит, у меня в Коми-научном центре много есть еще друзей, которые говорят, вот там не так, вот тут не так, там еще что-то. Но я думаю, вот вообще история, да, и вообще история — это видение людей, у каждого может быть по-своему, да. И тут в данном случае все это базируется, конечно, на документах, но какие-то свои эмоциональные все равно мы вкладываем в эту работу. Поэтому вот коренные женщины тут в данном случае мы, ну, минимальную, можно сказать, такую роль играем. Это все заслуга Елены Николаевны. Мы просто поняли друг друга, мы поддержали и, соответственно, были как бы друг друге уверены, что этот человек ответственно сделает, не подведет, потому что могло быть по-всякому, да, тогда ну, коренные женщины поменяли свой имидж каким-то образом, ну, можно сказать, потеряли, да, но в данном случае я думаю, что работа вот это наоборот для коренных женщин открывает как бы новые направления, хотя я могу сказать, что в прошлом году у нас тоже с библиотекой, с Екатериной Ивановной Бескупской был очень хороший проект, и это проект, связанный с первым коми-профессиональным композитором Осиповым. Были проведены исследования тоже и в библиотеке, и я думаю, что и в архиве. Это то, что были подняты забытые песни, и, соответственно, ноты были изданы. И эти ноты были, в общем-то, и в школы переданы.
И была презентация этого проекта. С нами работала группа, это очень хороший коллектив под руководством Чубюровой, называется, по-моему, даже, не знаю, он называется как бы, «Бабье лето», по-русски еще значит, да. И очень хорошие концерты были, вот эта презентация про его жизнь, это была на родине, Осипова, в селе Старожевск, в Карткеросе, Прилузе. И я скажу, что сейчас эти песни, действительно, этот ансамбль, он продолжает петь. И мы, в общем-то, подняли тоже еще один такой пласт, который начинал забываться. Да, какие-то песни, они очень популярные, там как же «Синьяс», их поют, а есть песни, которые не менее значимые, но забываются. Поэтому вот это второй проект. Я думаю, что в данном случае я бы хотела, вот здесь сидят ученые, да, историки, те, которые коми-язык хорошо знают. Вот нужно через общественные организации заниматься просветительством больше. Вот делать вот такие книги, да, которые бы были интересны, потому что я знаю, что академическую книгу не каждый прочтет, и не каждый найдет и зайдет на сайт или в коми-научный центр. А вот этим просветительством можно заниматься и через общественные организации, потому что ресурсы, я думаю, что можно через общественные организации найти, это не очень большие ресурсы, через фандрайзинг, через какие-то субсидии. Поэтому вот это направление наша организация будет поддерживать. Еще, мне кажется, очень важно, вот именно про просветительство и про образование, мне кажется, сейчас вот настало такое время, что вот этим просветительством и образованием нужно заниматься очень активно. Не только экономическим, но и вот то, что называется, это в моем понятии, патриотическим. В моем понятии патриотическим это прививать любовь к малой воде. Это нужно, чтобы как можно больше, не только там учителя, которые занимаются там вопросами там истории коми, там краеведением, но каждый, который преподает свой предмет, он тоже мог бы говорить про республику Коми. Почему это важно? Мы все время говорим миграционный отток. Но что мы делаем для того, чтобы человека заинтересовать вот жить на этой земле? Кроме экономической, потому что экономическая, это сам человек может потом, если он полюбит эту землю, он найдет ресурсы и сделает экономику более сильной. Поэтому вот мне, например, так сказали москвичи, я не знаю, правильно или нет, что сейчас в школах будет замдиректора или кто-то там по патриотизму. И вот как раз вот я когда с ними уже обсуждала, да, говорю, патриотизм, это нужны вот учебники про то, где живет этот человек, чтобы он хотел что-то сделать лучше вот на этой земле. Поэтому, мне кажется, вот наша книга вместе с Леной как-то вот положит небольшой такой кирпичик в это направление, потому что я знаю, что много есть книг, просто, может быть, они где-то забыты. Может быть, действительно надо их как-то осовременить, сделать более доступными. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вместе и с библиотекой, и с Министерством национальной политики, потому что я тоже очень благодарна, но все практически проекты, те, которые коренные женщины предлагают, они практически всегда поддерживают. Мы как-то в одном направлении работаем и друг друга понимаем очень хорошо. И в данном случае можно и малый бизнес подтянуть. То есть вот как раз бы вот единение власти и культуры, и общественности, и бизнеса, мы бы могли бы поменять ситуацию в республике. Я просто, когда слушаю, смотрю, какие люди были в 20-е, 30-е годы, нам нужно формировать такую элиту. На этом я заканчиваю. Спасибо. Галина Алексеевна Князева, доктор экономических наук, профессор, председатель правления Коми регионального общественного движения «Коренные женщины Республики Коми». Говоря о книге, вот в эти дни мне очень часто задают вопрос, а что нового вы сказали о Молодцове, что нашли такого, чего мы еще раньше не знали.
Ну, например, один из моментов, который открылся из его следственного дела, Василий Александрович сообщал о том, что он был лично знаком с Петеримом Сорокиным. Познакомился он с ним на чернявских курсах в Петербурге еще тогда, в 1908 году. Раньше я, например, эту информацию не встречала. Поскольку я изначально планировала посвятить работу для популяризации имени Молодцова, и цель моя была рассказать о нем жителям нашего села, мы об этом еще поговорим. Я сама заканчивала Нушевскую среднюю школу, но никогда не знала, что в нашей школе до революции работал Молодцов, да, известная личность в Коме. И когда случайно это обнаружилось у нас пошла мозговая деятельность. И часть книги посвящена периоду работы Молодцова у нас в высшем начальном училище, Алексеевское училище. Было тогда, работал Молодцов в Нушеве 3 года, с 1914 по 1917 год. И как молодой педагог он столкнулся с тем, что он видел, как сложно коми говорящим детям, вообще не знающим русский язык. Я сама до 1 класса не говорила на русском языке, честно признаюсь, путала он, она и так далее. Да, у нас же в коме нет родов, зато много падежей. И Молодцов, он видел, как тяжело учиться на русском языке с русскими учебниками, не зная вообще русских слов. И он, конечно, в Нушеве приобрел огромный опыт. На педагогических советах он стал выступать с предложениями, как облегчить обучение детей. Он предлагал заменить учебники, которые учитывают те или иные моменты. Он обращал внимание на психологические составляющие, вплоть до того, что учитель физкультуры, он не должен быть унтер-офицером в отставке, а должен быть человек, который знает физиологию ребенка и так далее и тому подобное. В общем, и, конечно, этот период работы в Нушеве, я думаю, что тоже послужил толчком для того, чтобы он дальше свое заключение двигал. Да? Он переезжает из Нушевя в Яринск, это был уже уездный центр, да? Потом в Сысольск. Информация, которую сообщал Василий Ильич Лыткин о том, что, возможно, до революции он уже изобрел свой алфавит, я скажу, что я не нашла источников, подтверждающих это. То есть до революции он однозначно работал в Нушевской школе. Ничего подобного вообще нигде не прослеживается. Сам Молодцов, я так понимаю, нигде не рассказывал, где он изобретал свой алфавит, и воспоминаний не сохранилось. Относительно книги. У нас в литературе часто разнятся даты его рождения. Например, в календаре памятных дат Республики Коми может быть это техническая опечатка. Но и в других статьях я встречала другая дата рождения. У нас в книге опубликованы скан-копии метрической книги. То есть это источник исторический по дате его рождения. То есть можем пользоваться как справочником. Ну и еще одно такое, конечно, не заблуждение, но вошло в обиход благодаря воспоминаниям Ивана Григорьевича Коюшева, который встречался, сидели вместе, грубо говоря, в Верхнем Чове, они встретились и как будто бы разговорились, один другого спрашивает, а почему ты здесь оказался, почему ты, как будто бы Молодцов сказал о том, что вот я тут сижу за то, что я выступал против латинизации. Историческими документами, вот эти воспоминания, вы понимаете, что это устная история, да, что Коюшев вспоминал, говорил об этом уже в преклонном возрасте, то есть надо критически относиться к информации. Вот, что касается исторических архивных документов, это не подтверждается, и это не подтверждается и деятельностью Молодцова, если проследить хронологически, да, были определенные установки в языковой политике, и сам Молодцов, он потом присоединился к языковой школе Мара, и в фонетике во второй части он уже тоже выступал в пользу латиницы. А когда отменяли латиницу и вводили снова молодцовский алфавит, Молодцов уже вообще не жил в республике, тогда в Коми автономной области. То есть вот это такой домысел, да, то есть контрреволюционной деятельности признавалось вот его как раз
деятельность по переводческой работе, по написанию трудов, которые были направлены на развитие коми-школы, коми-языка, внедрение его в национальное образование. Ну, это так, я тезисно, конечно. Но вообще выход этой книги, цель ее, да, популяризация имени Молодцова. И как бы я сейчас перехожу к той мысли, что не просто имя Молодцова не забыто, а сегодня приобретаются новые формы сохранения его памяти. И вот у нас в Прилукском районе, как бы, ну почему захотели написать книгу о Молодцове, я говорю мы, потому что это у нас был такой общий разговор любителей истории села Ножик. И мы бы не зацепились, если бы мы до того не провели определенную работу. Вот об этой работе я хотела бы пригласить к микрофону, чтобы нам рассказала первый заместитель руководителя администрации Прилукского района Наталья Николаевна Жук. Добрый день, дорогие друзья. Ну, что сказать об определенной работе, о которой Елена Николаевна здесь упоминает. 3 года проработал Василий Александрович в нашем селе. И сегодня мы, конечно, в нашем районе очень горды, что в год 135-летия со дня его рождения имеем отношение к этому великому лингвисту, или как его еще когда-то называла сестра борца культурной революции коми народа. Говорить о том, что он стал для нас, ну, что ли, скажем так, сподвижником для того, чтобы сохранить здание, в котором сегодня находится у нас социокультурный центр, как мы его называем в просторечии, а просто это библиотека, это, ну, сказать, можно сказать, что ни о чем. Большая очень работа действительно была проведена. Наше Ношевское Алексеевское училище, которое построено было в 1910 году, в двухэтажном таком исполнении, деревянное здание, конечно же, износилось. И 100 лет продержалось, и упала балка, оно стало аварийным. Так как в Ношевской школе у нас стало не так много детей, помещения эти стали невостребованными, и участь его была бы, в общем-то, ужасна. Ставился вопрос о его сносе. Но если бы было снесено это историческое здание, то облик села потерял бы вообще свою историческую привлекательность. Коми – старинное село, которому в текущем году исполняется 470 лет, осталось бы без, можно сказать, такого артефакта истории. Этого нельзя было допустить. Действительно, когда есть люди, которые влюблены в свою родную землю, малую родину, легко делать добрые дела, и невозможное становится возможным. Елена Николаевна, как двигатель, как обычно всегда каких-то новых интересных идей, пригласила тех, кто в свое время тоже закончил исторический факультет нашего Сыктывкарского государственного университета, обучающихся в свое время и закончивших Ношевскую школу. И на таком совете мы приняли решение, что будем делать все возможное, чтобы сохранить это здание. Благо у нас среди наших историков, выпускников университета, есть меценат, добрые люди. Ну и руководитель территории сельского поселения Ношуль, Сергей Николаевич, который здесь присутствует, тоже неравнодушный человек. Сегодня, вы знаете, не только деньги меценатов, но и деньги президентских грантов, других каких-то проектов и грантов возможно привлечь на территорию. И в 2016 году эта работа началась. Капитально ремонтироваться стало это здание, но самая главная задача, которая была поставлена меценатом, что дальше? Что вы собираетесь с этим зданием делать? Каким образом оно будет востребовано? Ведь его нужно будет топить, чтобы оно приносило пользу, чтобы там собирались люди. И мне уже со своей стороны пришлось убеждать руководство, ну и убедить, естественно, в том, что сюда можно перевести библиотеку, она находилась в другом совершенно здании, и использовать как социокультурный центр.
В свое время при Нуршинской школе был очень хороший, такой добротный этнографический музей, ну, свой музей. Он как раз располагался в этом здании, а когда оно пришло в негодность, у нас предметы, в общем-то, кто куда мог принять. Не дело, да, когда они хранятся и пылятся и не доставляют никакой пользы людям. Ну и понятное дело, что и музей тоже вошел в состав библиотеки. Ну, а там у нас и ветераны занимаются, но об этом лучше расскажет Сергей Николаевич. О чем я бы хотела сказать? О том, что сегодня действительно есть еще, и хочу поддержать Галину Алексеевну в ее выступлении, что да, действительно, патриотов сегодня надо учить на своих примерах, на примерах тех людей, которые были причастны к территории, как Василий Александрович, но и Прилузская земля богата своими замечательными людьми. У нас 3 героя Советского Союза, у нас 2 героя социалистического труда, уроженцы нашего района. У нас замечательные есть и драматурги, все мы знаем Ликанова Василия, это и Юхнин Василий Васильевич, да, наш коми-романист, это тоже все уроженцы Прилузья. Ученых достаточно у нас много, Вера Латышева, Юрий Фомин, контр-адмирал, был очень известный, Ликанов Яков Дмитриевич, который был исследователем ракетной техники и доктором технических наук. Ну и вот сегодня, учитывая, что выпускником Нуршинской школы также был знаменитый ученый Потехтин Анатолий Георгиевич в области геологии и минералогии, то, наверное, следующая работа будет с ним связана, потому что наша, скажем так, группа поддержки Елены Николаевны всегда за то, чтобы, конечно, прославлять свою малую родину. И когда есть, вот как она сказала тоже, ас мувлын ради яс, да, люди, влюбленные в свою родину, то невозможное становится возможным. И мы в это верим. Красивая фраза, но мы еще не завершаем. Действительно, имя Василия Молодцова по-новому зазвучало в Норшуле, и продолжением его жизни уже в памяти народа будет реализация проекта, о котором расскажет Сергей Николаевич Елдин. Сегодня они с Натальей Николаевной специально приехали к нам до Сыктывкара, чтобы мы познакомились с тем, как живут люди на наших территориях. Спасибо. Добрый вечер всем присутствующим. Я рад, конечно, присутствовать на данном мероприятии. На самом деле, Наталья Николаевна, Елена Николаевна все уже рассказали о том, о чем я хотел рассказывать. Так бывает у нас, потому что не готовились, на самом деле, как никто и речи не писали себе. На самом деле, на территории сельского поселения, и в частности, Северноши, мы реализуем много проектов, и опять же, искал вариант как бы своей идеи, которую хотел воплотить давно уже. Искали, с чего мы начнем. И вот тут случайно, год назад, наверное, Елена Николаевна уже тогда начинала работать над книгой Молодцова, звонит мне и говорит, что я увидела в архиве, что у нас в нашей школе учился Молодцов со своим алфавитом. И начала мне немножко об этом рассказывать, что как. Ну, вот отсюда практически родилась идея реализации, которой мы и приступили, и написали сразу же проект, целью которого развитие туристического маршрута. Одной из целей было ставить, которую мы пытаемся реализовать. Так как был как раз конкурс президентских грантов, буквально быстро, моментально все это сделали и заявили. В итоге мы грант выиграли. Сделал небольшую презентацию, показать о том проекте, который мы сегодня будем презентовать. Ну, можем заменить Норшинская церковь. Листать можем подряд. Проект называется «Зарянская азбука Молодцова». Это победитель конкурса президентских грантов. Цель проекта была обращение к исторической личности Молодцова, учителя Алексеевского высшего училища. На самом деле, действительно, я пока вот не начал этим заниматься проектом, я тоже не знал, что у нас человек учил в нашей школе, которую мы восстанавливаем всеми силами до сих пор, мы восстанавливаем.
Поэтому для меня было интересно самому, и мы думаем, что как раз цель проекта хоть обращение к исторической личности написали, но мы думаем, что история теперь уже села Ношель, она будет непосредственно связана с этой фамилией, и наше молодое поколение, подрастающее поколение, оно, конечно же, будет знать, кто такой Молодцов, потому что сегодня мы уже начали эту работу. Дальше. Вот как раз в плане проекта мы очень много поставили различных тематических встреч, которые будут рассказывать о этой личности. Начали эту работу проводить уже сейчас на основе библиотеки нашей, и они вовлечены в эту работу, и все эти мероприятия, они по графику, который у нас составлен президентским грантом, обязательно будут проходить. Единственное, что мы сейчас встречу с представителями Дома дружбы народов, которые планировали с приездом, к сожалению, ковидные мероприятия приходится переносить на сентябрь этого года, немножко сдвигаем. А так все остальное, я думаю, пойдет по нашему плану. И немножко покажу несколько мест, где будут устанавливаться буквы. Почему я сказал сначала туристический маршрут? Потому что вот искали именно идею. Идея в чем будет заключаться? У нас есть исторические места села или значимые места для села Ношель, по которым сейчас мы вводим людей, которые приезжают к нам. И вот как раз алфавит, который создал у нас Молодцов, часть его букв, там 7 букв, которые имеют смягчение и пишутся немножко с закорючкой, вот как раз их мы будем устанавливать в этих местах для привлечения и составления маршрута. Пообщались, куда мы их будем ставить, мы решили, что начало будет положено в тех местах, где сегодня уже, которые мы места используем сегодня в качестве исторических маршрута. Поэтому вот Алексеевское училище, которое вы сейчас видите, это здание, которое мы восстанавливаем. Дальше. Местечко у пруда, это въезд в Ношель. То есть здесь мы должны сделать въездную группу, которую мы постепенно за счет разных проектов сейчас реализуем. У нас есть на пересечении 3 дорог пруд небольшой. Как раз в этом году в прошлом году поставили туда стелу 1551 год, то есть начало основания села нашего, и где-то в этом месте появится одна из букв. Парк Ношельского исправхоза. У нас село, оно на самом деле было исторически, наверное, вся деятельность связана с лесозаготовкой. Был свой исправхоз. К сожалению, в нынешних экономических условиях исправхоза не стало. Теперь у нас южный участок компании Монди, которые сказали, нам больше не нужны здания, сооружения, все снесено вчистую. Остался парк, который был от исправхоза. Поэтому это значимое событие, которое мы хотим означить, потому что в этом году мы в рамках народного бюджета этот парк будем делать, и там же появится буква. Потому что люди просят, чтобы мы оставили какую-то память о Ношельском исправхозе. Святые места, как я уже упомянул, это у нас церковь. И здесь есть такой овраг, через который проходят люди, и есть указатели, внизу находится родник. И как раз на перекрестке, на роднике, на церковь мы тоже хотим поставить одну из букв, чтобы люди тоже знали, что есть такое. Местечко Кабаклок. Историю, которую сейчас вот мы ищем. Вот, все, как раз вот Александр Иванович Можгов был, мы сейчас с ним как раз переписку тоже ведем, ищем вариант, потому что есть название в Ношеле Кабак-Лог. Все понимают, что когда-то там был кабак возле лога. Мы сейчас ищем, где же этот был кабак. Вот, на самом деле много людей сегодня вовлечено в эту интересную такую загадку, которая у нас есть, но местечко, оно вот здесь. Вот где-то здесь тоже будет буква. Но вот на следующей картинке покажем. Вот сейчас мы пошли вот по такой схеме. То есть инициативные граждане, которым мы дали задание, и которому мы сейчас прорисовываем Ношель, как он был в 70-е, 80-е годы. И вот здесь как раз схема сделана, местечко Кабаклок. И здесь вот эта схема, мы уже с автором этого проекта проговорили, как раз возле буквы будет размещена и эта схема, чтобы мы тоже представляли, где, что и как раньше в истории находилось на территории сельского поселения. И по плану, таких план-схем будет несколько, и вот сразу могу точно сказать, что мы сейчас занимаемся поисками, обрисовкой мест, где располагались школы в Ношеле.
Их вот у нас было даже на моей памяти снесенных сегодня отдельно стоящих зданий уже 3. Для того, чтобы их сохранить, мы тоже хотим сделать вот такие схемки, на которых будет изображено. И опять же, возле Алексеевского училища, возле буквы, возможно, появится и такая схема с школами еще. Дальше. Следующее место знаковое. Ношуль, когда открываете Википедию и любое другое, начинается Ношульская пристань. Везде. То есть село само, как раз исторические корни, имеет как раз Ношульская пристань. Это место, арт-объект, созданный автор этого объекта, мастер России Смолева Елена Николаевна, которая обрисовала и нарисовала, как должен быть памятный знак Ношульской пристани. Вот здесь тоже появится одна из букв Молодцова. Местечко Берестычой – это гора, которая идет к спуску к реке Луза. В этом году ее в рамках ТОС Якушева у нас подремонтировал. И здесь рядом находится с этой горой, как автор называет, вековые баньки, бани по-черному. Там было раньше 3, сейчас сделали одну, но вот это место, оно тоже как бы знаковое для жителей, и мы решили, что там тоже появляется буква. И последнее, это более современная сегодня история села. За последние несколько лет нам удалось построить своими силами с гражданами по различным грантам лыжную базу, каток. И здесь есть еще небольшой парк бывшей больницы, тоже знаковое место современного села Ношуль, где тоже должна появиться одна из букв. То есть вот сейчас мы определили этим проектом, что на сегодняшний день мы сделаем 8 букв, которые уже будут установлены. В дальнейшем как раз проект направлен на то, что мы не стали сразу там все буквы ставить. Если появляется какая-то историческая справка, кто-то приходит со своей инициативой, что вот это знаковое место в селе еще появится, то в этом случае мы можем продолжать реализацию проекта. Вот приблизительно получилось так. Наверное, по проекту много рассказал, наверное, все. Спасибо. Евгений Николаевич, вы же приглашаете всех нас, да? Пройти квест по селу Ношуль, собрать букву молодцовского алфавита. Вот сейчас готовы встретить любовь. У нас достаточно развиты сегодня маршруты. Есть несколько авторов, которые вводят по своим маршрутам, по тем же самым местам. Можно от разных авторов услышать немножко разные истории. Поэтому мы всегда рады любым группам туристическим, которые готовы посетить наше село. Всегда принимаем. Спасибо большое за приглашение. Для приветствия от Государственного совета Республики Коми к микрофону приглашается руководитель фракции в Государственном совете Республики Коми, фракции «Справедливая Россия» Саладина Татьяна Алексеевна. Микрофону Бурры Дона Юртес, Мечела Малатеянас, Коми Республикасы канала Совет Нимщай, стал участником Кодеталон. Да, вечер был. И добрый вечер еще раз всем участникам, гостям, приглашенным. Я очень рада приветствовать и хочу поблагодарить действительно Елену Николаевну, одного как из инициаторов сегодняшнего мероприятия. 21 год действительно очень знаменательная дата для нашей республики, это столетие, и в рамках этой даты, когда мы собираемся и помним, вспоминаем и напоминаем о таких выдающихся личностях нашей истории Коми земли, это, наверное, очень важно. Вы знаете, сегодня очень многое я узнала о Василии Александровиче Молодцове. Услышала приглашение с литературного музея. Сегодня я сопровождаю Егину Александровну Черкову, депутата Государственной Думы, которая недавно вступила в свои полномочия и активно включилась в работу, защищая, представляя интересы Республики Коми на уровне Государственной Думы. И думаю, в следующий приезд мы обязательно, Егина Александровна будет, наверное, против, мы обязательно посетим наш литературный музей, чтобы лучше узнать историю Республики Коми и действительно порадоваться за наших земляков. Я хочу сегодня всем пожелать, всем крепкого здоровья, чтобы сил нам хватило и впредь вот так же активно продвигать все наши идеи. Знаете, вот
Небольшое, вот, как Елена Николаевна сказала, то, что она узнала, что Молодцов работал в Ношуле, какое дало дальнейшее развитие говорить о Василии Александровиче. Я, конечно, вот когда шла сюда, говорю, у меня мысль была, говорю, сегодня да. Благодаря еще одному активисту Александру Молодцову в 2014 году у нас названа одна из улиц города Сыктывкара. Но хорошо бы было бы действительно обогатить эту улицу той информацией для жителей этого района, почему именно улица называется его именем, кто такой. Или памятная доска появилась на доме 47 в улице Нагорной. И, наверное, для столицы это, конечно, мало. Такие арт-объекты, как букву перед центром коми-культуры, наверное, такие же какие-то объекты должны, связаны, может быть, с алфавитом. Сегодня замечательно, вот идея идет уже на территории Рошуля, должны появляться и в столице Республики Коми. Я благодарю за эту совместную работу. Я сама тоже уроженка Прилузского района, и сама тоже сегодня узнаю, что именно в какое-то время он работал на нашей земле Прилузской. Я благодарю, и мы всегда открыты, площадка Государственного совета тоже открыта, тоже будем помогать, чем сможем. Спасибо вам всем. Я хочу, почему попросила слово, потому что хочу откланяться. У нас просто рабочие поездки, намечен сейчас личный прием Ирины Александровны, поэтому мы всегда доступны, будем встречаться и помогать друг другу. Спасибо. Татьяна Алексеевна, Ирина Александровна, спасибо. Мы, наверное, не крайний раз встречаемся. Спасибо. Да, всего доброго. Дорогие друзья, память о Василии Александровиче Молодцове, она жива и будет жить. Вообще, работая над книгой, я много для себя узнала, готовясь к этому мероприятию, почему-то стала узнавать еще больше. Например, что есть такое слово «молодцовка». Вот вы слышали? Что это означает? Не слышала, Алексей Анатольевич, я тоже не слышала. Об этом нам расскажет Марина Серафимовна Федина. Это ноу-хау коллектива, с которым они много лет трудятся. Будут наверное, смекутачани документ станка корова. Завучитать медвоч вот тай рыца вот это тамыш, тай учится, ну тамыш. Но где там, конечно, молодцовка, молодцовица. И бегачись там куменка молодцовича. И там был нечто не уна Венечишки Евгений Александрович Цепанов, к сожалению, мунис. Вот считались мои Молодцов и Солоншипасе состояла история и просто ключи исторический факт. Ми Мианшарина зеленочай там мы тай пласты скодес варивачема Молодцов и Сиекат Шатыри быть кола беркадны еще на початку я заслыта машины тай учит юконнес. И не учит презентация, связана мы очень сичмы линия Луна Молодцовская шипасьяса, позже водичный интернет, позже кишна, и ставси небо ксапарила чема, тая каднас, зевкокня, позже бергадны линия комиграфика. И сейчас следующий слайд. Немного Молодцов Елыш, это я коми Википедия. Наверное, Аму стала слонататься, мы ставим не раз, Википедия сейчас и комик Википедия. И да я закрыточена Тора, тачу гижана Езус активистес, и на гижана Дом почта, и там не учит Юкон Молодцов Елыш. Но юншка смекасы, где петкадын сиетореза, мы его чема Молодцов алфавит шати. Вот тай Молодцовица, вот СМИ ставан додам тай гижадан и вечерам кычин мечтали мы тай алфавит класс воды я задамался на литература. Медум следующий слайд. Мы очень
Зевджедуч. И Шаринен очень черный список, ну, то есть вообще старый список с учебником я смотрела лечебный комик был. Где-то не обусловлен список, но мы зрям-то есть, ну, и мы читаем национальная библиотека, Республика национальная библиотека, Church Отсалас, а да есть список с учебниками и сотам, а да есть колона тоже за колона уч. И вот так, например, Кышкой Матвеясын, Биткадама именно Молодцовской, оригинальный нимус и анианимус. И не просто та список я события, мы на языке с цифрой там. Следующий слайд, читай, пожалуйста. Ну вот, ваша книга, например, Кышкой Матвеяшая книга, Молодцовская шрифт был Ижима, и чет школа Алвога Горщауч, за интересный тот. Да, они тая учат доступный шрифтом, современным шрифтом. Следующий слайд. Вот съезд получается на тысяч. И да, но я могу позже съезд легенда. Кычитая свочно. Но мы когда еще позже, я получаю очень на ез комида вот орфографика и сексографика. Ведут тая свочно, мягко беззвучно умауч. Вадика вот става кладам тая мне мой надо сладкалыс и кычит я чаны тани эмаш молодцовской шпасьясыс. То есть тая расладкалыс у нас 9 минут. Аналогично и водичины вот молодцовской, вот молодцовской шпасьясы. Стало бесплатно. То есть талант и верман кишный отель, молодцовица, любой. Дальше кончи. Следующий слайд. Мы очень молодцовской конверта. Мы это отчимся. Стая специальная программа, код отсыкан позже, вежно, вергадно, шрифте основой алфавита. Молодцов катша гижет ясышковая графика, латинской катша гижет яса лония и на аскустанс. Вдай кочет. Вечером кочет я одна, вот не она ходишь там, да? Вот лония графика, мы там очень Джорджа комим коля с Джорджа, да? Позже дальше мы так текст выступно, личка навешена и за автоматическое отъян тексту констанции вешается. Дышка тьян намерен. Да. Ну и тавышка ничьи. Того. Вот ты, наверное, ведущая женщина, вообще стала ведущая женщина, то есть того владыка, чем комик национальный корпус молодцов под корпус. Дальше будет там Эйчана, и съезд там очень тавлен учебный, но там я не кишла, компьютер Гагармо молодцовский азбук. И вот се учитать и коравнично молодцовица. Да. И когда проша, видно еще чертисна комивойтер изболком имшень, вместе с чертикуда комивойтер изболкомас, Антьявна Елена Николаевна, Антьявна коми республика национальная библиотека, да я учит и колона учного добыш. И дальше только я учила. Ну, национальная библиотека, как я что-то подал, и еще совсем только чекал. Хайте. Марина Серафимовна, Юртьяс, мы говорили о Василии Павловиче, Василии Александровиче Молодцове, да, от истории к современности. Я думаю, что в зале есть еще люди, которые знают о Молодцове что-то такое, чего еще не прозвучало. Я объявляю открытый микрофон. Есть ли желающие нам что-то еще
дополнить. Валерий Петрович, пожалуйста. Валерий Петрович Марков, Пыдибуктана, МОРД, основатель современного коми-национального движения. Можно вас так обозначить? Один из. Burnum, fites abun getireceğiz. Sıfırın samında vurur. Пока Бурлон. Добрый день всем. Мы еще до 5 работаем. После 5 это вечер. До 5 день. Когда вы меня спросили, организаторы начали, буду ли говорить, я сказал, что я сегодня пришел слушать. Но то, что я услышал, это немножко ввязывает в дискуссию. Поэтому я с этой стороны. Хотя, скажем, что касается Василия Александровича Молодцова, можно сказать, что вот, хотя я уже быстро успел пробежать к ним, в его деле, по которому он был осужден, прописано, что, хоть давая объяснение своего участия в организации Комик-Контр, он там пишет, что я только один раз присутствовал, я больше нет. Но я понимаю, что человек, когда являет обвинение, он ищет, как его смягчить. Тогда как другие говорят несколько по-иному, не с точки зрения, сколько раз был, а роль и место этого человека в этом движении, в том, когда Контр организовывалась 22 июня 2021 года. Значит, нужно помнить, конечно, и об этом, что на самом деле он всегда хотел гораздо большего. А теперь про дискуссию, которая меня как-то вызывает. Вы знаете, всегда тяжело быть первым. Потому что к первому отношение более критичное большинство. Об этом не говорили. Никогда сходу не бывает идеала. То есть всегда дальнейшее совершенствование происходит, всегда можно указать. Ну, мы же говорили, вот нужно дорабатывать и так далее и тому подобное. Но в том и ценность, что люди в силу каких-то причин, они считают, что уже нужно поменять, нужно что-то другое, нужно начать что-то такое, что отсутствовало. И вот его роль, что он таким был первым, кто решился на этот шаг. Хотя, если вспомнить, говоря о коме алфавите, прошу прощения, это какой век должен быть? 15 век. Потому что есть у нас стефановский алфавит. Почему-то 14, нет, 350, да, 14 век, 14. Критики мы в отношении стефановского алфавита не слышим. Хотя, если говорить о стефановском алфавите, его сравнивать с молодцовским, ну это день и ночь. Но для того времени он был очень нужным, очень важным, и мы гордимся, что вот наш язык имел письменность среди финно-угорских народов, это третья письменность. Даже существенно большие народы, которые существовали в это время, они не имели своей письменности. К сожалению, в силу ряда причин, иных совершенно, мы потеряли эту письменность, и долгое время она отсутствовала. Были попытки использовать, писать на коми-языке, как я понимаю, я не филолог и не историк, к сожалению. Просто стараюсь вникать иногда в процессы по своему усмотрению, коми слова. Используя латиницу, используя вот это. И то, что сделал Василий Александрович, это, конечно, очень большое дело. Можно критиковать, сложную графику он придумал, там еще что-то тяжело. Но он-то пошел, вот даже было сегодня сказано, на это в силу того, чтобы было и легче, грамотнее.
на кириллице обучиться, чтобы познать тот бездонный мир, который есть в человеческой цивилизации на тот момент, приобщиться к культуре других народов и так далее через свой язык. И, конечно, я понимаю эту критику, которая могла быть даже среди филологов с разных сторон. На то он и первый. Время первых. Мы помним прекрасный фильм, который был «Время первых», который нужно через что-то проходить. И в этом вот эта работа Молодцова, она бесценна. Ну и потом, мы действительно плохо знаем пока еще свою историю. Очень много белых пятен. И чем больше будет появляться таких книг, спасибо вам, тем лучше для нас. Я с удовольствием сейчас, даже пока сидел, я по диагонали уже успел все посмотреть. Потому что она втягивает, этим она хороша. А теперь шпильку некоторые эту же сторону. У вас там книжка в крае лежит, стоявшая у истоков. Она не первая. Там еще было несколько книжек, выпущенных в Доме научным центром. И еще они были у истоков. Автономия и еще другая книжка. Авторы там другие, трое. И там про Сорокина. И написано тоже есть. Одна из книжек у меня в портфеле. Потому что и тем приятнее, когда вот я говорю, потому что, к сожалению, мы еще не имеем той возможности прочитать все, что выпускается. То, что выпускается сейчас в малом тиражами, оно недоступно. Мы больше узнаем вот на таких встречах, если удастся присутствовать, что и как. Вот. Или если удастся эту книжку подержать в руках. Но вот эту книжку я еще не видел. Я слышал, что она вышла, вот это другое издание, уже стоявшее в истоках. Первая книжка у меня есть, и еще, которая предшествовала 96-го года. Вот, она тоже есть. Я тогда активно собирался, пытался что-то понять, поэтому имею. И, конечно, прикоснуться к тому книжному богатству, которое есть. И спасибо историкам, которые вот стараются нас познакомить с теми страницами, которые были в нашей истории. Огромное спасибо. Вот здесь Майя Ивановна, вот, биографии, она вот, чуть ли не штампует теперь уже, потому что она втянулась в это дело. И, ну вот, да, вот подтолкнула вас, и теперь вы уже не можете остановиться, и спасибо, что не можете остановиться. Дай Бог, чтобы еще писали и писали. Вот я понимаю, вот энтузиазм, который есть, он помогает нам всем. Ольга Евтихеевна тоже и для детей пишет, и так далее. Вот, у меня почти все ее книги есть, правда, все без автографов. Когда-то было проще получить, сейчас несколько сложнее, чуть дальше живу. Но ничего, я приду еще с книгами, потому что всегда приятно видеть у знакомых людей то, что выходит из-под их пера. И чем больше будет вот таких книг, чем больше у нас вот будет развиваться вот это популяризаторство, вот, тем лучше для нас всех. Мы больше будем понимать, почему мы сегодня такие и как мы до этого дожили. Спасибо, Валерий Петрович. Слово просит Надежда Вениаминовна Краева, заведующий библиотекой Национального музея Республики Коми. Вы знаете, готовясь на это мероприятие, я хотела взять темой своего выступления, такого коротенького, Василий Александрович Молодцов и Усть-Вымская учительская семинария. В библиотеке Национального музея хранится довольно большая коллекция книг из именно этой библиотеки. Период существования самой семинарии вообще довольно короткий, но книг было собрано много. В архиве материалов почти 0. Именно об Усть-Вымской учительской семинарии.
Я понимаю, что это Яринск, я понимаю, что Молодцов, Сидоров, Сорокин, они все были там, они были сплочены, поэтому я хочу сказать, что коллекция именно этой учительской семинарии, она достаточно сложная, она представляет такой комплекс литературы, который, наверное, я почему-то думаю, что для провинциальной семинарии подбор литературы вел кто-то более, то есть понимаю, что может быть и не Сидоров, и не Молодцов. Откуда поступила литература, мы не знаем. Но в источниках просто идет Сидоров, Молодцов и все. Поэтому я после этого переключилась на фондовые материалы музея. В коллекции музея хранится довольно много интересных, скажем так, коллекций известных людей. И тут я наткнулась на коллекцию Чеусовой Анны Николаевны. Она была одной из первых переводчиков коми-издательства. И хотелось зачитать именно тот момент из воспоминаний Анны Николаевны, как была создана наше коми-издательство. Как прошел первый рабочий день? Кто были первыми сотрудниками? Отвечает на этот вопрос Анна Николаевна. Молодцов Василий Александрович, главный, неутомимый боец за открытие издательства, много сил и энергии потратил на это дело. Всю свою душу вложил, не жалея своего здоровья. Он, заметив меня в комнате Облано, очень обрадовался, весь сиял, что разрешили открыть издательство, плод его труда, забот и хлопот. Идемте вниз, откроем издательство. Добьемся развития культуры языка коми до уровня развития русского языка. Тогда не будет ненавидящих коми язык. Я, не повидавшись со своим начальством, не согласилась сойти вниз. Но как раз в это время заходил к нам в комнату секретарь Облоно Суханов Иван Александрович и говорит: да, у Василия Александровича Молодцова теперь сила большая. Он взял вас, то есть меня, к себе. Придется в данном случае подчиниться ему. Идите работайте там. Мы пошли. Молодцов достал из шкафа чернильницы, ручки и серую, шершавую, с пупырьками оберточную бумагу. Настоящей бумаги пока нет, но скоро будет, утешил он нас. Распределите роли, кому что делать, чем заниматься. Я буду считаться главой издательства. Шахов Николай Александрович, он сейчас придет, заведующим издательством, а вы двое, Суханова Агния Андреевна и Чеусова Анна Николаевна, переводчицами и переписчицами. Коми-издательство открыто. Принимайтесь за работу, радостно сказал Молодцов. Так прошел, наверное, первый день издательства. Большое спасибо. Хочу продолжить мысль, спасибо, Надежда Вениаминовна. Продолжить хочу мысли Валерия Петровича Маркова о том, что книги издаются у нас малым тиражом. И мне тоже уже поступают вопросы, когда и где, и дадите ли, хватит ли нам. Я хочу сделать подарок Республике Коми. Вообще, неважно даже, да, тут территориальных границ нет. Хочу передать авторские права Национальной библиотеке Республики Коми. И в связи с этим приглашаю к микрофону сотрудника библиотеки Татьяну Николаевну Олифер. Добрый день всем, самым стойким, самым, те, которые выдерживают большие морозы. Мы приближаемся к финалу нашей сегодняшней встречи. У нас предстоит важная, приятная процедура. Мы будем передавать сейчас права. Кто-то сказал из выступающих, что Елена Николаевна, она волонтер-ученый, это действительно так. И она, на самом деле, это издание фактически горячее, мы получили его несколько дней всего лишь назад. И она часть тиража передаст Национальной библиотеке Республики Коми, а мы уже сами, это издание пополнит и наши фонды, конечно же, и пополнит фонды всех муниципалитетов нашей республики. То есть мы через сеть централизованных
библиотечных систем передадим во все муниципалитеты. Вот. Но также она передает права на свою книгу и в нашу национальную электронную библиотеку Республики Коми. Национальная библиотека электронная — это полнотекстовая электронная библиотека, которая включает в себя издания об истории, развитии, современном состоянии экономики, науки и культуры Республики Коми, а также художественные произведения, нотные рукописи, периодические издания с 1918 года и по настоящее время. А сейчас внимание на экран. Найти электронную библиотеку республики очень просто. Достаточно в любом поисковике набрать нужные слова. Вот она в числе первых находится. Национальная электронная библиотека Коми — это корпоративный проект. Формирование его началось в 2002 году, то есть почти 20 лет этому проекту. И участвуют в нем авторы, а также центры общественного доступа, крупнейшие учреждения фондодержателей Республики Коми разных ведомств, такие как Коми научный центр Уральского отделения РАН, Межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков, Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина, Коми Республиканский институт развития образования, Национальный архив Коми, Национальный музей Коми, Союз писателей Республики Коми и так дальше, а также учреждения других регионов, например, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова и Вологодская областная универсальная научная библиотека. В нашей электронной библиотеке представлены тексты на самых разных, не на самых разных, но на разных языках, на русском, на коми, на других финно-угорских языках и не только на них. На сегодняшний день в НЭП, так мы коротко называем НЭП Республики Коми, представлена следующими коллекциями. Коллекция «Зыряника». Здесь представлены копии редких изданий Коми края и первые публикации классиков Коми литературы. Коллекция вот финно-угорику мы сейчас смотрим, там составляют эту коллекцию цифровые версии книг на финно-угорских языках из коллекции, подаренной нам Петром Дамогашем. Также у нас есть собрание периодических изданий, нотные рукописи, изоматериалы и так дальше. Обратите внимание, сейчас мы смотрим, что разный доступ у всех изданий не очень сильно отражает экран цвета. Есть зеленый доступ, у нас желтый, красный и синий. Это значит, что не все книги одинаково доступны. Какие-то книги мы можем посмотреть прямо из дома, и для этого не нужна ни регистрация, ни что, это зеленый доступ. Именно такой доступ предоставляется книге Елены Николаевны. Да. Вот это нам показывает, как можно просто пройти регистрацию. Для того, чтобы получить желтый доступ, да, нужно сначала записаться онлайн. Все очень быстро, просто буквально несколько секунд. Пока мы смотрим, как мы делаем желтый доступ, тоже можно будет смотреть в любой точке мира полные тексты документов, которые включаются в эту библиотеку. А вот это информация для красного доступа. Красный доступ — это когда нам ограничили нас в правах, и мы можем посмотреть тексты только в определенных пунктах. Да? Вот здесь вот учреждения-партнеры, их можно увидеть на сайте НЭП.РК. Вот. То есть вот в этих точках можно прийти условно в библиотеке, вам откроют компьютер и покажут тексты. То есть там они доступны. Вот в Сыктывкаре очень много таких. Поиск в Национальной электронной библиотеке очень простой, интуитивно понятный. Вот сейчас показывает простой поиск, когда мы набираем какое-то ключевое слово и ищем. Да, вот на фамилию автора, например, или какие-то слова в названии. Вот. Есть еще и расширенный поиск. Посмотрите, мы набираем слово «коми», и получается очень большой результат, да, более 1000 результат нашего поиска, более 1000 изданий. Это много для обработки, нам сложно будет найти нужную книгу, поэтому можно воспользоваться расширенным поиском и завести отдельно все реквизиты, которые нам известны, например, имя автора, да, или вот, как я говорила, название, слова в названии, или ограничить год издания. Тогда результат будет такой очень небольшой список, который легко обрабатывается. Вот сама книга.
можете в отпуске, в машине, в пробке, в автобусе, где хотите. Надо сказать, что мы немножко опередили время, да? Мы еще не подписали лицензионный договор, а книгу мы уже видим в Национальной электронной библиотеке. Мы сделали это специально для того, чтобы показать, как этим пользоваться. А сейчас мы приступаем непосредственно к процедуре подписания договора. Сейчас нам поставят столы. Я приглашаю директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужих и автора книги Елену Николаевну Бале. Сейчас нам уберут столы. Алексей Анатольевич, скажете еще пару слов? Еще раз, уважаемые коллеги, хотел бы всех действительно вас поблагодарить за то, что вы нашли время, приехали на вот это замечательное наше мероприятие. Да, и книга, вы видели, она уже доступна. Тот, кто сегодня этот экземпляр не получил, можно с ним познакомиться уже в домашних условиях, читать нет, можно читать не только с компьютера, можно читать и с планшета, можно читать и со смартфона. Поэтому я всех хочу призвать активно читать, активно пользоваться услугами библиотек, и не только национальной, а там, где вы проживаете, потому что все, что сегодня делается, все, что сегодня происходит в нашей республике, оно так или иначе приближает нас к очень замечательной и большой дате, это к вековому юбилею, и я очень счастлив жить в эту эпоху, творить в эту эпоху вместе с вами. Поэтому Национальная библиотека и двери Национальной библиотеки всегда для вас открыты. Спасибо вам большое. Друзья, вы сегодня, когда заходили, вначале получили флаер. Все получили флаеры? Есть они у вас на руках? У меня просто нет рядышком. Нужно? Вот мы их постарались сделать не просто красивыми, чтобы осталась память об этом вечере, но и очень функциональными. Здесь есть, да, кроме сведений о самом этом мероприятии, на обратной стороне библиографический список, краткий, он не весь. Здесь есть труды Молодцова и основная литература о жизни и творчестве Василия Молодцова. А на лицевой стороне мы можем найти в правом углу QR-код. Всем видно. Вот. Те, кто даже сегодня не смог получить книгу, смогут уже воспользоваться. И кому, например, очень сложно было, да, понять, как Национальной электронной библиотекой пользоваться, мы сейчас попробуем дотянуться до этой книги на расстоянии вытянутой руки или вытянутого смартфона. Внимание на экран. Наводите вот современные телефоны, можно просто навести камеру, и уже создается ссылка, по которой можно выйти непосредственно на книгу, не надо ее искать, мы видим сразу же текст.
других смартфонах нужно закачать специальное приложение. Вот это вот относительно новая модель, получается так. Сейчас QR-код появится на экране. Если кто-то хочет попробовать, может попробовать с экрана зайти в книжку, посмотреть ее. Вот все то же самое, постранично можно посмотреть. QR-код, кто-то пытается смартфон, никто не пытается смартфоном воспользоваться, ладно. Пока, так как мы вам продемонстрировали, как это все работает, я хочу сделать небольшое объявление. Уважаемые ученые, если вы хотите, чтобы и ваши труды были бы такими же доступными, пока мы здесь, подходите, давайте будем договариваться, мы вам все организуем. Да, спасибо за внимание. Я со своей стороны хочу поблагодарить Национальную библиотеку за такую возможность продвижения своего скромного труда. Наш вечер подошел к завершению. Спасибо, кто сохраняет чувство уважения, светлую память о Василии Молодцове. Говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Мы будем помнить. Спасибо большое.